Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как в поселке Малые Клыки сгорел ангар для ремонта тяжелой техники. Сегодня, видать, ремонтировал что-то и забыл его выключить, скорее всего. Спасая КАМАЗ, мужчина получил ожоги. Расскажем, как и почему сын напал с ножом на мать. Косил от армии. Психолог посоветовал ему обратиться к психологу. А также признание в убийстве 27-летнего мужчины. Стой, покажи. Это и не только прямо сейчас. Ангар, где хранилась спецтехника, вспыхнул вечером на улице Клубная в казанском поселке Малые Клыки. Он принадлежал семье, для которой грузовик и трактор – источник дохода. Впрочем, и строили это помещение своими руками, чтобы было где ремонтировать технику. КАМАЗ хоть и выпущен был в советские времена, но все еще на ходу. Спасая его, глава семейства забежал в объятое пламенем помещение и выгнал грузовик на улицу ценой своего здоровья. У меня даже вот на расстоянии 20 метров, у меня вон там УАЗик стоит. Фара даже расплавился. Я стоял, его поливал, чтобы хотя бы он не загорелся, внутри гари уже запахло. Этот КАМАЗ для главы семейства – основной источник дохода. Потерять его мужчина просто не мог. Зимой снег перевозит там с улицы, а летом уж землю участникам возит, кому в огород, кому перегной, вот так. Собственно, этот ангар и строили своими руками для ремонта тяжелой техники. Это много лет он строил, лет 10, наверное. Его мечта была как бы вот это построить и там делать свои железки, вот эти КАМАЗы. Закончил возведение ангара года 2 назад. На металл для кровли брал кредит. Теперь восстановлению строение не подлежит. Хранилось там и много всего, кроме автомобиля. Теперь поняли, что так нельзя. Дым пошел из-за того, что там хранил он всякие бруски деревянные, пенопласт там был. И вот как раз с этого пенопласта быстро все и загорелось. В основном там хранился всякие канистры, вот, базовые баллоны там стояли. Ну что для ремонта КАМАЗа нужно? Все вспыхнуло, считают, из-за прожектора. Говорят, он был мощный и сильно грелся. Не исключает, что он мог упасть. В ангаре в этот момент никого не было. Сегодня, видать, ремонтировал что-то и забыл его выключить, скорее всего. И он, скорее всего, стоял, что-то нагрел, может, упал. Возгорание заметили быстро, но все спасти, говорят, было невозможно. Тесть выгнал УАЗик и КАМАЗ. В ангаре остались стройматериалы, инструменты, запчасти. Крыша обрушилась через полчаса. Расплавились несущие конструкции. Ущерб оценивают как минимум 1500. Даже если бы не заметили, тут особо, только КАМАЗ бы сгорел и все. Тут ничего не вытащишь во время пожара. И теряешься, вот реально, когда со стороны смотришь, кажется, что все, почему не тушите, а вот реально ноги даже подкашиваются, там бегаешь. Даже шланг не знаешь, где у тебя лежит просто даже. Что делать дальше, пока не решили. Благо, спасли основной источник дохода. Поэтому не теряют надежды со временем построить новый ангар. Причину же возгорания этого теперь будут устанавливать дознаватели. Иван Сарафанов, Константин Бушуев, «Вызов 112». 22-летний молодой человек с ножом напал на свою мать в квартире одного из домов на улице братьев Касимовых в Казани. Они были дома вдвоем. Младший 18-летний сын женщины был на работе. Именно ему она и позвонила, когда старший полоснул ее по руке и попросила вызвать полицию и врачей. Причем и себе, и психиатрическую бригаду сыну. Женщина рассказала, что после того, как он пытался избежать службы в армии, симулировал психическое заболевание и полежал в диспансере, у него действительно начались серьезные проблемы. Косил от армии. Психолог посоветовал ему обратиться к психологу. С тех пор, рассказывает женщина, у ее старшего сына и начались проблемы с психикой. Во время приступов немотивированная агрессия, неспособность себя контролировать и регулярная госпитализация. 6 раз уже. С 19-го года уже. Лежит. Вот сейчас выписался, когда 30 апреля. Сейчас опять обострение. Неизвестно, когда это начнется, видите. В этот вечер агрессия сына, рассказывает, вспыхнула просто на ровном месте. Они были дома вдвоем. Младший 18-летний сын женщины был на работе. Я включила свет, он выключил, и вот начал орать. Вот полоснул меня ножом. Я руками работаю на заводе. Спокойно вышла из квартиры, чтобы он изнутри не закрыл квартиру. Женщина тут же позвонила младшему сыну, он и вызвал скорую помощь. Медиков просил и старший сын. Приступ агрессии к тому времени стал спадать, и он осознал, что произошло. Я говорю, пойдем погуляем. Нет, я не пойду. Все. Вызывай мне, говорит, бригаду. Медики осмотрели пострадавшую женщину и на месте обработали ее рану на кисти. В госпитализации она не нуждалась, а ее сына, прибывшие на вызов психиатры, госпитализировали в соответствующий диспансер. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, «Вызов 112».
Тело 27-летнего мужчины обнаружили в Автограде в лесополосе. Прохожие недалеко от улицы Джалиля обратили внимание на бездыханное и окровавленное тело. На спине и голове у него были следы побоев и ножевых ранений. Вызвали полицейских. Последние установили личность погибшего. Им оказался неоднократно судимый житель Удмуртии. По подозрению в убийстве задержаны 3 жителей Костромской области. Одному из них нет 18. Ну, ударов там не 5, может, немножко лицо он закрывался как раз. Да, это здесь было. Следственный эксперимент. Один из задержанных рассказывает, как убивали свою жертву. 3 молодых людей, одному из них всего 17, задержали в Костромской области. Подошла, вот так вот, получается. Ну и пыталась ему вот так вот шею. Стой, покажи. Голова вот так вот лежала, получается. И вот так вот мимо нос стекал. Подожди. Вот так вот. Воткни нож. Типа. Вот так вот сначала стекал. Мимо. Потом вот так вот. Окровавленное тело мужчины со следами побоев и ножевых ранений обнаружили челнинцы в лесополосе недалеко от улицы Джалиля. Тут же вызвали полицию. Стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался 27-летний, ранее неоднократно судимый мужчина. После задержания подозреваемых они признались, все случилось еще в апреле. Мужчину встретили на вокзале, он ждал автобус, собирался ехать в Альметьевск на заработки. Молодые люди же направлялись домой в Кострому. За встречу и знакомство решили тут же выпить. В ходе совместного распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчину сначала избили, а затем нанесли ему множественные ножевые ранения. После того, как он скончался, его тело оттащили в лесопосадку. После этого злоумышленники уехали из города. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан по данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийства. Следователи обратились в суд для избрания меры пресечения. Планируют ходатайствовать о заключении подозреваемых на время следствия под стражу. Лина Изанатольевна, Нафиса Минязова, вызов 112. Мужчину, предположительно с наркотиками, задержали автоинспекторы на улице Северо-Западная в Казани. Он обратил на себя внимание стражей порядка тем, что поздно вечером просто стоял у края дороги в безлюдной части промышленной зоны. Машин при этом рядом не было. Они остановились узнать, все ли у мужчины в порядке, и его реакция показалась сотрудникам ГИБДД подозрительной. Его решили досмотреть и обнаружили при нем полимерный пакетик с порошкообразным веществом. Задержанный и сам не скрывал, что это наркотики. Его самого доставили в отдел полиции, а изъятое вещество на экспертизу. После получения ее результатов будет приниматься процессуальное решение. 29-летний рабочий сорвался сегодня с 15-метровой высоты. Он монтировал оборудование на вышке сотовой связи на улице Центральная в поселке Константиновка. Медиков вызвал его напарник. Мужчина чудом остался в живых. Кто прихватил быстро аптечку, кто из машины достал нашатырный спирт. Мы с ним сразу пытались общаться, где что болит. Дарья Сафонова была одной из первых, кто подбежал к упавшему рабочему. До приезда медиков не давали 29-летнему мужчине терять сознание. Боялись, что больше не очнется. По словам очевидцев, он был без страховки и вообще какой-либо защиты. Не смог удержаться и сорвался вниз. Его напарник, услышав грохот и увидев упавшего коллегу, сразу вызвал скорую помощь. Если 15 метров, представьте, это 5-й этаж как минимум. То есть человек летел, возможно, что его задержала вот это СИП, кабель, возможно, как-то, то есть надеюсь, что он будет жив. Признаки жизни парень, к счастью, подавал. Медики осмотрели его на месте и госпитализировали. Прокуратура по данному факту проводит проверку. Надзорное ведомство установит, соблюдались ли требования законодательства об охране труда. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Жители ближайших домов считают, что это только первый пострадавший телефон и вышки. Следующими, с их слов, смогут стать они сами. Считают, что излучение для них опасно, тем более, что согласия на ее установку местные жители не давали. И теперь надеются, что расследование причин падения мужчины затронет и их волнующий вопрос. Нафиса Минязова, Данил Филатов, вызов 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.